зараз скажу, нас цікавить підвищення потенціалу, ефективне використання. Це один з механізмів зворотної совісті у громадській демократії, аживляється він людьми психологічно і світоглядно і коштовнісно інтересом, мотивоване у захованні супольної життєздольності і життєдайності і заховання цього життя цієї країни по народу. Другий момент. Немагчыма ўсім пред'явіць гэтае патрабаванне. З этого вынікае, чаму чалавек толькі сам асабіста мусіць прыняць рашэнне, што ён будзе грамадзянином альбо не будзе. А не так, что 16 год, раз ему, на самом деле, это улик так, живёлы в этом самом, на ферме. Меморный знак, буха, ну там, и все. Вот, пошел на улик. Зрозуміло, от, чому я про це кажу і з чим це зв'язано. Тому в сьогоднішній ситуації нашій, от, покольки гэтага люди не уявляють, особливо тих, хто опозиція, там, наприклад, політики, нема, то есть нема философии, нема світогляду. Вот мне фраза вот этого выступовца, философа вчерашнего, забыл прозвище, это записал, в конце такая речь, что державными справами, державными, то есть что такое державный? Вот, могут заниматься только философы и николи чиновники. Чиновники только тут, сидеть и не рыпаться. Вот. Но вот это только философ. Так, что еще для нас важно, вот про зворотную совесть поговорили, подвышение потенциала, все проговорили. Адукация света это нема, можно забыть про все остальное. Нема. А для этого не буде ніколи много людей. Для этого починати треба, є пару чоловік, значить, кажуть, почнеться. Нема зовсім, ну, тоді нема. Ну вот що цікаво. У історії показує, не буває так, що ну подумаєш, не будемо брати, і хай само пливе. Знаєте, відпустить, лється, пливе. Так не буває. Вся історія чоловічества показує, люди за это расплачиваются. Расплачиваются войнами. Это колесама так уже такая. Не только войнами, кризами, моральными, скажем, некими. Что такое вот, деградация? Снижение вот слова, да? Это снижение супольного життєвого потенциала. Просто он снижается. Люди не устанет. Люди не мають достатково веду потенціалу, щоб шукати рішення проблем такого масштабу супольної життєздольності, які сьогодні складаються. Немає. І тоді починається війна. От Україна сьогодні, я от так стараюся вчитися, має онлайн. Ті події, що там відбуваються, я вам скажу, это вот для нас це приклад, яка ціна і що чекає нас наперед. Долго мы не засидимся. Просто життя так устроено, не будет так. То есть живое повинно жить. Не может так, чтобы ходим, хочу живо, хочу не живо. Нет, так не бывает. Не для этого створено люди. Значит, раз вот нет, тогда война и тогда цена. Война – это цена. Нема войны, вот я приведу такий приклад, нема войны, вот самой по себе, вот громадство там, а там война, мы не можем. Это как в организме про температуру говорить. Вот есть человек, а есть температура. Нонсенс, правда? Мы кажем про что? Про температуру. Мы же не воюем, да? Не змагаемся. Вот, там, вот сбить температуру. Ну, сбили, а что, организм-то хворый. Значит, снова будет это. Тут задавили, там вылезет. И что отбывается? Життєздольність вот этого организма нашего, вона визначає, який наш стан. Його температури нема. То есть то, что война розпочинається, это 100% говорит, что уже життєздольність упала ниже, кажуть, плінтуса. Поэтому там процессы будут такие. Альбо они заплатят саму. И что почнут? Шукать, подвищать, як це все вирішати. Не шукать. Шукать можна тоді, коли є достаткові і веди. Вони почнуть підвищати свій потенціал.
учиться. Я одним написал там, но самое складное, там бывает такое риторика, ой, что робить, все, караул, капец, страшно подумать, что будет, что робить. Подвышается потенциал, створається система громадянської едукації. Ничего без этого не будет. Это не все, хай частка. Но люди набудуть веды. Коли это не отбудется, значит цена будет расти. То есть война будет больше и больше хат. Другий вариант, оно будет просто распадеться и на іншая форма там, организации. Тут это не потому, что добро, это дрянно, просто треба розуміти. То я буде і з нами. Коли мы не встанем, этот потенциал подвести, рано чи поздно нас просто подзабудут. Это не с добрым дрянным. Тут нельзя сказать, вот мы, наш клуб футбольный развалился там. Вот. Ну вот все, значит нижиться здольне. Чому? Я показав причину. Насамрэч причина у тим, что, конечно, можно сказать, что наш потенциал знищали, носьбитов знищали, але во все часи, во всех народов это было. И все по одних и тих же нотах. Починали знову мову, культуру, релігійність, історична пам'ять. Подвишали до некого моменту, шли, крок робили, еще подвесили, еще наперед. Вот так 30 тысяч войн у истории человека. И так все помало. Вот. У нас сейчас еще есть. Вот этой веды набыть, рихтовать, скажем, молодых людей обучать. Не будем массово, даже вот иллюзий не, вот, что вот все разом там, это все, это еще большевистские эти штучки. Когда там пролетарии, все, диктатура пролетариата, пролетарии все страны соединяются. Вот. Ну, вот что еще, вот про выборы сказал, про войну сказал, религийно сказал, да. Ну давайте так, по часі, давайте я так. Зараз вот на питання. Ще година. Ще година. Так? Може бути, зараз по этому, що прозвучало, є питання, а тоді я по тим, що вот тут вот було записано, я поспробую прокоментувати. Вот на базі того, що я сьогодні сказав. Будь ласка, у кого які? Я просто про супольне підвищення супольного потенціалу тут розклалася, а ефективність використання його кабіни. Зворотна сувість і визначає ефективність використання. Умовно кажучи, у нас А здольність зворотної сувізі? А здольність зворотної сувізі визначається особистим потенціалом, цих потенціалів. Тобто ми, умовно кажучи, безсенсовно говорити про вибори, коли я не в стані оживлять зворотну сувість. Умовно кажучи, нам вибори ніхто не дасть. Тобто то, що їх у нас нема, що значить нема? У нас нема зворотної сувізі. А то, что ее нема, так это наша функция. Разумеете, вот на этом поле, это не это, не это. Вот наша функция. Это громадяне оживляют. Претензии только себе, что их нема. Значит, мы не здольны. Это одно, а вот попереднее было что? Супольная эффективность. Эффективность використання. Наш супольный потенциал складається не просто з суми потенціалу кожного з нас. Коли б та сума була, це дробіза. А тут працює інший механізм. Тут працює, скажімо, от коли нас там 3 чоловік, і потенціал кожного там 1, то 3 разом, цей потенціал не 3 буде, а 30 або 300. Розумієте? Вот така арифметика. 1 плюс 1 равно 3, да? Это на порядке больше потенциал. Эффективно мы зацікавлені, как была свобода, как были правы у людей. Мой интерес есть, как были правы, но мой интерес есть и тем, что просто от того, что я вам скажу, что у вас правы есть, это ничего не даст. Мой интерес у тем, как вы были здольными, имели здольность користаться правами. Потому что правами это не значит, что мое право на талерку и мне поднес на талерку. Правами это мы користаемся про реализацию
реалізація обов'язків в ділі супольної життєздольності. Ну на холера нам, може повторюсь, це супольна життєздольність. Вона ніколи б не була зрозуміла, коли б ми не вірили, ну, не буду прикинути. Вот это соотношение 20 и 80. Ну, это так ідеально, но не зовсім. 20 от особиста, 80 от супольного. Нашим життєвим інтересом є супольний потенціал. А про зворотну совість у будь-якій прояві, у громадських організаціях, у партійних, у державі як цілому, ми зацікавлені про зворотну совість, ми оживляємо, створюємо умови реалізації, ну, коли не максимально, то оптимально реалізації кожним чоловіком свого потенціалу. Другого нема. Тобто ми не можемо багатей, пам'ятаєте, я казав, стати того, чим є виніки нашої праці. От наш потенціал є, ми встанемо зробити це, ми це робимо. Сьогодні японці встануть, супольний потенціал зробити те, що не роблять, і не роблять. Коли ми не встанемо, нам хоч вот тут золото вот накидай, но мы от этого ни компьютер не зберігаємо нічого. Вот. Коли ми зацікавлені у супольній життєздольності, супольному потенціалі, тоді ми не зайздростимо один одному і не глядимо, у кого пайка більше, да, як урвати лишку. А ми кажемо, більший потенціал – це золото. Все вот так, кольцом, не подходить. И мы еще ходнички расстилаем. И только учись, набываем веды. И мы затекали. И люди так живут в свете. Они там шукают, это у вёски наши. А я вам сказал, ёлки-палки, там. А может, оказывается, что ты человек, может, так лёсом, вот, на конован. А этот человек выучился и там некую вакцину там, выношел. И живые остались. Кто там упирался ровно, как его не пустил. Понимаете? Мы так, мы настолько в сучасности связаны, что як только мы вот, начинаем, а поглядите, як это назирать. Вот я приклад приводил. Вот на нашем летище, где там товариство, это маленький мини-модель такая, это капец, это вот, ничего не треба. Один одного просто знищаються, как пауки в банке. Один одного. Вот это наш стан такий. Это ну, всем громадство так. Просто аж вот полетите это президенту наших там. Это вот все там капец. Просто, а починают свариться, спрочаться, что а вот ты за кого, а не за это, а это лепш, а это достойный. Вот. Погодите, что выглядає это, ну, это б смешно виглядало, как не было так сумно. Ну, про нашу речительність можна не казати, ми розуміємо. А от ви можете назвати країни, в яких ця ваша схема найбільш працює? Я скажу, что там, где голосы подлічуються прозористо, громадян, да, там эта схема працює всюди. Ви конкретно не можете назвати країни? Європейські, Америка, європейські країни, ми всі. Тут важно зрозуміти, що це не прийшло і ніхто не дав просто так. Люди за цю ціну, за це заплатили колосальну ціну. Пригадайте Першу Всесвітню і Другу Всесвітню війну і процеси, які йшли після Першої і Другої. Там посипались імперії після Першої, після Другої посипались імперії. Вот. І люди почали створити громадство, держави, у яких вони запускали механізми формування влади, передачу влади через вибори відкрито. Я не хочу сказать, что это самое идеальное, там на сегодняшний день уже, скажем, можно говорить больше, может быть, праздники эффективные, потому что это досвід, но это досвід 100-150 год сучасного человечества. Но это працює. Там, где это працює, мы что назираем? Мы назираем вот эту самую регуляцию, зворотну совість, і їхній уровень життя так чи інакше, а я б сказав,
в большей ступені залежить менавіта от ад наявності зворотної совісті. Ну, мне падаецца да стране, потому что вось взять, например, ангельский мир, да, вось там, калі яшчэ ў сярэднія векі Америку там открыли, да, подел Португалия, Испания, яны ж таксама былі, яны багацей Англии былі, але у Англии так склалася, что парламент на сябе взял большую адказнасць, ну, неяк так перадались правы парламенту замест монархии, да, и парламент пачаў размяркоўваць там все гэтыя доходы свае, ну, прыбыткі дзяржавы. Ну, а парламент все ж таки у нейкай ступені все ж таки выборная такая інституцыя, да? А вось у гэтым Португалии, Испании там все засталося у королей. Ну, вся такая вось. А король, ён што? Гэта зворотная сувязь. І вось з таго часу гэта і так і пашло. Да? І амаль што з аднолькавых, да, вось такіх умоваў, і все гэта вось пашло. Цалкам згодны, цудоўны прыклад. Такіх прыкладаў можна прыводзіць, я кажу, не толькі на грамадстве. Можете это знайсці ў механіцы, ў кібернетыцы, ў біялагічных сістэмах. Без зворотной сувязі ни одна система не жыццяздольна. Ни одна. Империи развалились все по этой причине. И не жыццяздольны по этой причине. Вот. Тому для нас, скажем, наявность механизма зворотной связи звязана з чим? З достатковым асабістым і супольным жыццёпатэнцыялам, раз, со здольностью нашей, хотя бы частки людей брать на себя отказность, со статусом громадянства. То есть это ніякого не может быть громадянства 16 год и паспорт зубы. Вот, только особистое. А если он уже чалец БРСМу и там удельничал у неких таких? Ну, это не страшно. Это, я скажу про это. Я наогул не прихильник, ось это там был гэтым. Ну, злочинства не робил, шкоды не зробил. Важно разуметь, чему. Я вам скажу, идеальных сегодня нигде не знайти людей, таких, что вот этой достойны. Ну, вот пошла зараз, конечно, такая, ну, як приклад, ну, то, що неприємно, приклад. Молода дівчина, яка, я бачу, вона там недалеко бегала по дворі, така, вот, ну, виросла зараз уже по світі, помоталася. Вот, и кажет, что вот, батька голосовал за Шушкевича, она пыталась, чему не за Поздняка, когда у коллег Поздняк, то была война. Вот. И вот, и я теперь бачу по его записям, что да, он мою рацию, там это страшно, это не халер. Вот, является, тут справа не в этом, что правильно, неправильно. Вот человек, молодая девчина, по свете поездила. Вот у нее, какое явление, вот как Поздняк был, то была война. А у меня до Поздняка рахунок такий, что ни у кого, наверное, такого немає. Я просто сам все это проходил, и ну, я это не кажу, и просто ведаю, что это связано вот с тем, что я кажу, со станом человека. Там нельзя предъявлять больше, чем ты можешь. Вот. А інша справа, які механізми, які уроки з цього взяти, це да. Ну вот, ну, человек уявляє, вот, коли б вот, не был Поздняк. А что тычется, вот, коли не конкретно персонально, я бы сказал так. На той момент, коли вот сформувалось, я уже казал про это и писал в артикулах розных, что для нас необходимость была институту духовного пирища. Еще вот в демократичной державе ну, такая схема такая, еще один субъект, да? Вот, институт духовного пирища. А звичайно, это религийная институция. Поскольку у нас церква от державы литерально отделена, вот, а это не может быть, потому что церква не может быть. Религийная институция не может быть в державе и как бы опековаться под Богом, життєздольністю та народу. У нас такого не было. То один из складников Института духовного пирища – это национальный лидер. Национальный лидер – это такий статус, який не обирається, в принципі, признається. Но человек, який примерив на себе это и погодився, для його важно ведати, і просто розуміти, а ведати, чому йому нельзя ні при яких обставинах на